Уважаемые слушатели, в этой лекции мы поговорим с вами о международных инициативах внедрения гендерного бюджетирования в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Рекомендация ОСР по бюджетному управлению 2015 года гласит и призывает правительство обеспечить инклюзивное, широкое участие и реалистичное обсуждение бюджетного выбора путем содействия вовлечению парламентов, граждан и организаций гражданского общества в дебаты о ключевых приоритетах, альтернативных издержках и соотношении цены и качества, а также обеспечение ясности касаемо относительных затрат и выгод широкого диапазона программ государственных расходов. Именно эти рекомендации дают основу для внедрения гендерного бюджетирования. Почти половина стран ОСР, 15 из 34 членов, ввели, планируют ввести или активно рассматривают введение гендерного бюджетирования. Подавляющее большинство стран, не внедривших гендерное бюджетирование, по-прежнему внедряют ту или иную норму учета гендерных аспектов в процессе разработки политики, что в свою очередь ведет и может повлиять на расходы. Практика гендерного бюджетирования по большей части была внедрена в течение последнего десятилетия, и воспринимаемое неравенство указывается в качестве основной движущей силы внедрения гендерного бюджетирования. Когда страны приступают к внедрению учетов гендерных факторов в процессе разработки политики, они часто начинают с сосредоточения внимания на нескольких областях политики. Практически все эти страны проводят политику, учитывающую гендерные аспекты, по крайней мере, в одной широкой области политики. Например, в Португалии у правительства есть конкретные отраслевые планы, направленные на продвижение гендерного равенства в структуре и деятельности государственных органов. А в Дании стратегия правительства по обеспечению гендерного равенства включает усиление оценки услуг, ориентированных на граждан. И в том числе того, как местные власти могут использовать оценку гендерного равенства для укрепления конкретных сфер, таких как услуги по безработице, здравоохранение или уход за престарелыми. Используются самые разные подходы к гендерному бюджетированию. При этом в странах ОСР нет стандартной модели внедрения гендерного подхода. Фокус варьируется от оценки гендерного воздействия программ расходов до мониторинга показателей гендерной эффективности. Двумя наиболее часто используемыми инструментами гендерного бюджетирования являются предварительная и фактическая оценка гендерного воздействия, предлагающая более систематический непрерывный цикл оценки гендерной политики на протяжении всего бюджетного цикла. И страны также часто применяют гендерную перспективу при распределении ресурсов и гендерную перспективу при оценке результатов. Именно такие инструменты, как оценка гендерных потребностей, гендерный аудит бюджета и гендерная перспектива при обзоре расходов, используются более ограниченно. К сожалению, только половина стран с той или иной формой гендерного бюджетирования могут указать на конкретные примеры, когда инструменты гендерного бюджетирования приводят к значительным изменениям в разработке политики или в результатах. В тех случаях, когда сообщалось о воздействии, страны часто приводили примеры того, как гендерное бюджетирование стимулировало принятие политических решений для улучшения гендерного равенства. Были и более ограниченные примеры случаев, когда введение гендерного бюджетирования привело к изменениям в бюджетных ассигнованиях. Поскольку внедрение гендерного бюджетирования все еще является относительно новым для ряда стран, более широкий спектр последствий может стать более очевидным в будущем. Так как на более продвинутой стадии разработки политики с учетом гендерных аспектов страны с большей вероятностью будут наблюдать включение оценки гендерного воздействия в процесс разработки политики. Например, когда правительственные чиновники Великобритании завершают оценку воздействия гендерной политики, им рекомендуется задокументировать любое соответствующее влияние равенства и приложить любой конкретный анализ воздействия равенства. Другой современной практикой в отношении разработки политики с учетом гендерных аспектов является публикация отдельных гендерных заявлений одновременно с бюджетом.
Например, в Австралии отчет о бюджете женщин публикуется ежегодно с 2008 года. В половине стран ОСР в законе о бюджете есть положения, конкретно касающиеся гендерного бюджетирования. Однако то, что эти положения юридически обязывают делать каждую из стран, сильно различается. Например, в Исландии эти положения требуют, чтобы все министерства проводили гендерный анализ бюджетных предложений, а также законодательных предложений. В законодательстве о бюджете, представленном в парламент, также должно быть указано влияние изменений в политике доходов и расходов на цели гендерного равенства. Одной из передовых стран относительно работы с гендерным бюджетированием является Австрия. И в значительной степени это произошло благодаря включению гендерного бюджетирования в правовое поле. Бюджетный принцип содействия гендерному равенству был включен в Конституцию Австрии в 2009 году. И именно это привело к разработке комплексной правовой базы для гендерно-ориентированного бюджетирования и отчетности. Федеральная конституция Австрии, статья 51, пункт 8, гласит: в процессе управления бюджетом Федерации должны соблюдаться основополагающие принципы ориентации на воздействие с особым учетом целей реального равенства между мужчинами и женщинами. По состоянию на 2013 год министерства и учреждения высокого уровня должны определять в своих разделах бюджета от 1 до 5 целей в отношении гендерно-ориентированных результатов. Ежегодный федеральный отчет об эффективности гендерной политики, который готовит Федеральное бюро управления эффективностью для парламента, содержит информацию о достижении гендерных целей и соответствующих результатов. Новые измененные законы и основные инвестиции должны предусматривать обязательную предварительную оценку воздействия на гендерное равенство. Ежегодный отчет об оценке воздействия содержит ретроспективную оценку гендерного влияния государственной политики. Он подается в парламент в мае. В Испании правовая база требует, чтобы каждый министерский департамент отправлял государственному секретарю по бюджету и расходам отчет с анализом гендерного воздействия его программных расходов. И эти отчеты становятся основой для составления госсекретарем общего отчета о гендерном влиянии, который сопровождает Белую книгу об общем государственном бюджете. Только 3 страны ОСР, которые ввели гендерное бюджетирование, такие как Финляндия, Япония и Швеция, отмечают, что эта практика не подкреплена никакими правовыми положениями. Япония и Швеция заявили, что гендерное бюджетирование подкреплено политическими обязательствами, соглашениями на высоком уровне. Эта политическая приверженность особенно очевидна в Швеции, где нынешнее правительство назвало себя первым в мире феминистским правительством, опираясь на давнюю традицию заботы о гендерном равенстве. Практика гендерного бюджетирования обычно включает координацию между рядом государственных ведомств. Например, в Исландии Министерство финансов и Министерство по вопросам равноправия совместно работают над подготовкой программы гендерного бюджетирования как части требований к гендерному составлению бюджета. Кроме того, рабочая группа по гендерному составлению бюджета в Испании состоит из представителей Министерства здравоохранения, социальных служб и равноправия. Однако есть ряд заметных исключений. Например, в Корее Министерство стратегии и финансов несет основную ответственность за реализацию гендерного бюджета. Кроме того, Норвегия указала, что в различных секторах члены правительства несут ответственность за политику гендерного равенства в пределах своих полномочий, в соответствии с общим принципом Норвегии, согласно которому отдельные отраслевые министерства несут полную ответственность за свои услуги и политику. Отраслевые министерства играют доминирующую роль по сравнению с центральным органом власти в составлении бюджета с учетом гендерных аспектов. 3 страны ОСР, Австрия, Норвегия и Нидерланды, также указали, что у них участвуют независимые органы с конкретным мандатом в гендерном бюджетировании. Например, в Нидерландах существует независимый институт гендерного равенства, который ежегодно проводит мониторинг воздействия на гендерное равенство политики, представленной в национальных ведомственных бюджетах. Национальная аудиторская палата также проводит предварительные гендерные проверки.
С 2011 года Казахстан активно ведет переговоры о вступлении в ОСР. Президент на последней встрече подчеркнул, что Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОСР и продолжит активное взаимодействие с этой авторитетной организацией при осуществлении политических и экономических реформ. В следующем модуле мы более детально поговорим с вами о методологии проведения гендерного анализа стратегических и бюджетных программ, разработанную для Казахстана.